Видите, ребят, избу. Евроизба, ё-моё. Андрея нету сегодня. Андрею привет, если смотришь. Не разу уже сюда останавливался, показывал вам избу с пластиковым окном. Я называю Евроизба. Пускай так и будет. Дождь не прекращается. Идем дальше. Уток вообще нету. Красивый туман на реке вон. Такой коврик получается. Где-то метр высотой такой слой тумана по всей реке. Воздух теплый, а вода холодная. Вот и местами так. Туман. Так-то не холодно на улице, я до сих пор еще без перчаток, без ничего. Я уже еду по Таежной реке, вернее иду, а лодки идут. Вода большая, идти хорошо. Местами тоже туман, блин, плотный туман даже. Сегодня очень тихая погода, ветра вообще нету. Пока ветер не поднимется, этот туман будет на реке. Не видно. Снимать ничего не стоит. Дождь усиливается даже. Тучи такие, блин. Я весь сырой уже. Все вспоминаю, зачем я не взял плащ не взял. Думал. На улице солнце было, думаю, пронесет. А вось дождя не будет. Вот и попал под дождь. Даже, между прочим, сильный. Но сейчас уже заднюю давать не станем. Будем идти только вперед. Приедем на избу. Там уже печку затопим. Будем греться. И сушиться будем. Блин, вот это дождь. Капитальный затор здесь будет. Ох, какой капитальный. Да, по малой воде придется тут пилить. И немало. Такие заторы еще. До этого 2 затора таких будет. Примерно. Чуть поменьше, конечно, но... Смотрите, по большой воде и затор получается. Ё-моё, кошмар. Пипец. Да, ребят, реально нехорошо. Совсем нехорошо. Блять, без слова. Такой завал по большой воде. Капец.
Ну, сейчас еще вода поднимется, может повернет. Тут много уже пилили даже. Где-то вверху пилили и сюда вот приволокло все это дело. Знаете, это вода высохнет, этот затор, блин, непроходимый будет. Да уж. Даже и не знаю, что делать, кто держит. Там, наверное, под водой торчащие деревья держат. Капец. Этот плавает. Терпимо еще. Здесь-то я проскочу. Ладно. Сейчас я пройду здесь этот затор и дальше поедем. Сейчас я просто ничего делать не могу. Вода большая, опасная. На обратном пути также проскочу, а по малой воде уже как ни крути придется уже пилить, убирать все это дело. Будем надеяться, что унесет еще больше. Вода больше будет и унесет. Но хреново, вообще хреново, блин. Очень много затора в этом году будет. Так, ребят, остановился я. Вообще жесть, сильный ветер вышел. Прям штормит. Надеюсь, разгонит тучи. Я хочу установить фотоловушку. Просто установлю, оставлю. А уже в конце мая снова приеду и заберем. На старое место, где я устанавливал тоже раньше. Хочу все-таки посмотреть бобров. Ружье тоже возьму. Что стрёмно без ружья вообще. Так. Так.
откуда такой ручей идет. Чего? Или с реки, или откуда это вообще идет ручей-то? Очень интересно. Пипец, ветрище какое поднялось. Помните, в прошлом году я сюда устанавливал, где Росомаха попал в кадр. В принципе, свежих следов ничего нету. Но хочу сходить подальше. Подальше сходим, где у них хатка. Там посмотрим место какое. Ух ты, навалило-то как. Тут зигзагом в озерах как-то непонятно идет. Так. Короче, лабиринт. Я здесь еще не был. Я с другой стороны хожу. Тут круговое озеро. И еще в середине что-то тут. Может, уже и нету бобров тут. Так. Что-то я совсем запутался, ребят, честное слово. Я пошел не туда, куда мне надо. Да нет, правильно, там река. Так, ладно, сейчас не буду гигабайты тратить. Буду искать. Что-то головоломка тут. Свежие следы есть. Там дальше хатка. Сейчас я уже понял, что и как. Но не думал, что такое большое озеро тут. Сколько деревьев навалило. Непроходимая чаща тут. Вон дрова лежат. Это да. Фух. Серьезно.
рябчик. Рябчик свистанул. Живут или нет потом здесь? Стоит ли устанавливать? Вон там объели свежие. Так, это оставляем пока. Сейчас еще пройдусь. Если что, можно здесь оставить. Вон там тоже свалено. Все-таки тут живут на Анане. Там свежее сваленное дерево. Тут тоже грызли. Самое главное понять, куда вот это поставить. Круговой я пройду, посмотрю, в общем, что и как. Потом вернусь, если что. Тут тоже вон все деревья повалили уже. Ветрище какое поднялось. Разгонит тучи сейчас. Дальше, короче, идти не стану. Тут разветвления какие-то идут. Разные стороны. И уже я не вижу, чтобы тут бобры жили. Да и осины тут нету. Там сосняк начинается. Такие дела. Одним словом, возвращаюсь на то место и там где-нибудь установлю. Может, попадет в кадр. Так, напрямик пойду. Ох ты, смотри, утка. А, чирки. Вот тут. Вы не поверите. Я тут болтаю, а чирки вон тут сидели. Я не видел, я здесь прошел, вот тут. Как так получилось? Или они сели и автоматом сразу выскочили? Потому что их не было тут. Интересно. Надо же так. Два чирка. Я тут кружу уже, я не знаю сколько. Так присматриваюсь, так присматриваюсь. Что-то свежих следов тоже я не вижу. И решил еще, знаете, сходить на другой берег, вон туда, где вот новое сваленное дерево. Может, там они на кормежку почаще будут выходить. Думаю, лучше там установлю. Но попробую, схожу. Если не понравится, ничего не поделаешь. Придется отложить. А здесь, ну, может, где-то снизу они ходят, хатка. Сверху я из свежих следов тоже не вижу, чтобы они часто выходили, и нету таких следов вообще. Но вот здесь выход есть у них, где ходили. А так, чтобы вот свежие следы, не вижу. Сейчас на другой берег еще схожу. Может, уже все заброшено у них, это оставили уже это озеро. Так. Тут бурелом, конечно, капитальный.
Тут лоси кормились. Капец. Опа, тебе фитнес. Фитнес. Фитнес-шоу. Спотел, жесть. Еще половину туда идти, блин. Если смогу. В некоторых местах уже вода заходит через берег. Приходится обходить там. Ручьи кругом. Давно уже хотел. Всю зиму мечтал об этом. Хочется установить и хочется посмотреть на этих бобров, вот именно на живых, как они себя ведут. Фу, вот это жара. Блин, бушлат не снял. Я весь сырой. Уже бушлат если снять. Лучше пускай уже бушлат сырым станет, чем нижняя куртка там. Демисезонка еще у меня. Река. Так. Блять, здесь не лучше идти. Что там валежник, что тут. Может где-то там еще тропинка на речку. Здесь на устье, где озеро, там нету. Так. Фух, вот это чаще. Внимательно смотреть. На глаза может попадет тропинка ихняя. Вот тут проверяют, это тоже они надо быть внимательным просто еще. Вон она. Вот ихняя тропинка, где проходит. Или же это у выдры. Что-то узковато она у выдры все-таки. Но все равно тропинка уже есть одна. Видели? Так. Идем дальше. Так. Одну кормовую базу нашел. Еще дальше сходим. Тоже вроде свежие, не свежие. Непонятно. Но факт, что тут переходили, кормились. И желание у них есть, конечно, свалить это дерево именно на озеро. Тут совсем интереснее уже становится, ребят. Вот свежие. Как сказать, тропинка совсем свежая. Можно на это дерево установить. Чуть стороной обойду. И они начали тут строить. Они стройка, у них здесь стройка началась, вон. Начали это приносить эти мусор всякий и ил. Блин, хорошая вещь. Вон тропинка. Один есть, одна тропинка. Рябчик засвистел. Вон еще сходим до туда. Это уже свежие следы. Это уже есть надежда, что возможно в кадр кто-то попадет.
Так. Вот тут еще. Тут. Здесь уже не то. Вроде свалили дерево. Даже это осенью прошлого года. Нет, другого варианта нету. Вот эта тропинка мне понравилась. Да, там лось, там обел, оказывается. Нет, бесполезно тут. Вон там, на ту тропинку и поставлю. Посмотрим, попадет или нет в кадр. Это уже в конце мая увидим. Так, сегодня 12:05. Все окей. Все. Мигает, значит, в рабочем состоянии. Вот так. Примерно так. Установил именно на тропинку вот так. Да и думаю, кто будет проходить тут, все в кадр попадут. Все. Да, нормально. Может завтра, ну, до завтра оставим. Завтра можно проверить. В принципе, по пути нам запомнить место, где это находится. Вот тут. Все надо запомнить. Эту березу надо запомнить. И, ну, недалеко. 20 метров надо. А, вон, вижу. Ладно, пускай ловушка ловит. Что попадет, там будем смотреть. А я поехал дальше на избу. Я уже, в принципе, нахожусь на своей территории. Уже тут у меня, ну, охочусь я в этих местах. Каждый год для вас снимаю видео. Но здесь, конечно, кормятся, наверное, тоже, но редко выходят. А там тропинка хорошая, свежая. Ну, до конца мая тут у меня ловушка будет стоять. Не поменяю место. Пускай будет. В следующий раз с Туланом приеду и заберем отсюда. А это уже совсем другая тропинка. Это у выдры. Тут выдра ходит. Это не у бобров. Это вековая тропинка у выдры. Капкан поставить, все, он сразу залетит сюда. Именно где он, как сказать, перепрыгивает или с низом бревно идет, вот тогда он осторожность теряет. А так, просто так его не поймаешь. В прямых местах не надо ставить капканы. Именно где вот прыгает, где он просто на какие-то секунды теряет осторожность. Есть такие нюансы небольшие. Вон тут тоже хатка, но заброшенная, думаю. А там вот новую начали строить. Почему так? Трудяги, блин, эти бобры вообще.
Интересно, они трудятся.